what science is, and how and why it works. Более 7000 химических веществ выделяется каждый раз, когда вы закуриваете. Неудивительно, что курение является одной из главных причин ранней смертности во всем мире. В мире насчитывается 1,3 миллиарда активных курильщиков. Что происходит, когда один из них бросает курить? В течение первых 20 минут у вас нормализуется давление и частота сердечных сокращений. Никотин высвобождает адреналин и норадреналин, которые учащают сердцебиение и сужают кровеносные сосуды. Кстати, из-за этого курильщики мерзнут. Теперь же ваши руки и ноги обрели нормальную температуру. 2 часа спустя нехватка никотина начнет проявляться в резкой смене настроения, вялости и даже в нарушениях сна, поскольку никотин стимулирует повышенный выброс дофамина. Именно так организм отреагирует на его внезапную нехватку. Через 8 часов после прекращения курения организм очищается от угарного газа и уровень кислорода в крови повышается до нормального. Угарный газ и кислород соперничают друг с другом, пытаясь соединиться с гемоглобином, и это создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Без посторонних веществ кислороду остается больше места. Однако у курильщиков со стажем воздействия угарного газа вызывает увеличение красных кровяных телец. Кровь становится гуще, что приводит к повышению кровяного давления и увеличивает риск возникновения тромбов. Спустя 24 часа, как это ни странно, кашель усиливается. Так организм пытается избавиться от токсинов в легких. Кстати, в течение тех же 24 часов у вас снижается риск развития заболеваний коронарных артерий. Через 48 часов после того, как никотин и продукты его распада полностью удалены из организма, начинают восстанавливаться нервные окончания. Смола и другие вещества негативно воздействуют на вкусовые сосочки, уменьшая в них количество кровеносных сосудов. Теперь же они восстанавливают свою чувствительность, и еда становится вкуснее. Впрочем, у многих курильщиков со стажем потеря чувствительности вкусовых рецепторов уже необратима. 72 часа. Ломка достигает максимума. Головная боль, тошнота, спазмы, а также повышенная тревожность и депрессия. Аналогичные симптомы появляются и при других зависимостях, в том числе кофеиновой. Но после этого худшее уже позади. Спустя месяц риск развития диабета 2 типа, рака и сердечно-сосудистых заболеваний снижается, насколько это возможно. В период от 3 до 9 месяцев поврежденные реснички в легких практически полностью заменяются новыми, что позволяет успешно удалять пыль и шлаки. В результате этого у вас практически проходит кашель и одышка. Примерно через год риск развития сердечных заболеваний в результате отложений жировых бляшек или рубцовой ткани от поврежденных стенок артерий снизится вдвое. Через 10 лет риск заболевания раком легких снижается вдвое по сравнению с теми, кто по-прежнему курит, а через 15 лет риск сердечного приступа снижается до уровня людей, никогда в жизни не бравших в руки сигарету. Разумеется, эта информация не является окончательной. Восстановление организма зависит от того, сколько сигарет вы выкуривали в день и в год. К сожалению, в легких всегда возможны необратимые изменения и повышенная восприимчивость к разнообразным заболеваниям. Бросить курить нелегко, но пользы гораздо больше, чем дискомфорта. В конечном итоге лучший способ избежать этого – не начинать курить вообще. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.